Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вижу, участники присоединяются к нам, да, потихонечку. Через минуточку-две начнем уже нашу конференцию. Для тех, кто уже зашел на конференцию, я начну рассказывать, а, о чем сегодня пойдет речь и что это такое вообще. А, Что за Zoom-конференции, что за проект, да? Вот, может быть, здесь есть новые люди, которые не в курсе, поэтому я коротко расскажу о проекте «Клуб юных писателей и поэтов Башкортостана». Существует сайт с таким же названием «Клуб юных писателей и поэтов Башкортостана». И цель проекта – научить детей от 10 до 18 лет сочинять сказки. Правильно, грамотно выстраивать композицию, находить главного героя, строить сюжет, фабулу и так далее, и так далее. Вот. С 1 декабря начнется конкурс «Лукоморье». И все, кто хочет и слушает вот эти наши конференции, хочет участвовать в этом конкурсе, могут уже, начиная с 1 декабря, присылать свои сказки. Сказки, сочиненные вами, самими, то есть не родителями. Ну, родители, конечно, могут помогать, да, но все-таки желательно, чтобы сказки писали вы сами. Вот. Кто пропустил лекции первые, да, это уже 8-я лекция, их можно посмотреть в записи на том же самом сайте «Клуб юных писателей и поэтов Башкортостана». Меня зовут Светлана Гафурова, можно звать тетя Света. Я писатель, член Союза писателей Республики Башкортостан, журналист. Вот, и веду эти занятия. На занятиях мы и рассматривали различные жанры сказок, какие существуют. Сегодня же мы остановимся на башкирских богатырских сказках. На прошлом занятии в понедельник мы говорили о русских народных богатырских сказках, а сегодня вот поговорим о башкирских народных богатырских сказках. Вообще вот у башкирского народа очень много красивых, замечательных легенд. И вот кто из вас, детки, бывал в центре Уфы, может быть, заходили в Макдональдс около вот, торговых рядов, да, и там рядом с Макдональдсом есть такой замечательный памятник «Семь девушек». Вот, наверняка многие видели этот памятник. Этот памятник тоже связан с башкирской легендой о девушках, которых взяли в плен враги. Они, значит, решили бежать из плена. И когда враги их, бросившиеся за ними в погоню, настигали, они бросились в озеро Талкас, да, и утонули, как бы вот, ну, предпочли смерть плену. И по этой легенде созданы замечательный танец, очень популярный, «Семь девушек», который исполняет ансамбль народного танца Фази Гаскарова. И вот и воздвигнут такой памятник в Уфе. Да? И надо сказать, что башкирские сказки имеют очень много жанров и направлений, как и русские народные сказки. То есть их надо отличать от авторских сказок. Авторские сказки сочиняет какой-то один человек, один писатель.
А народные сказки создаются народом, многими людьми, и они передавались веками из уст в уста в форме кубаиров. Это таких напевов, которые пели сесены, сказители. Они обычно ходили пешком вот, по своему краю, да, останавливались в каком-то селе, и вот эти кубаиры пели. И люди просто запоминали их и передавали из уст в уста, даже не записывая. Вот так вот через века память о таких сказках и легендах у башкир сохранилась. Но, пожалуй, вот самая известная, и вы ее, конечно, знаете, легенда, эпос «Урал-Батыр». Вот когда я училась в университете, и мы изучали башкирскую и русскую литературу, и башкирскую литературу, преподаватели наши говорили, что этот эпос не имеет аналогов вообще в мире. У каждого народа есть свой эпос, обязательно, да, абсолютно каждый народ имеет эпос. Но вот этот эпос «Урал-Батыр», он абсолютно оригинален и неповторим. Но существует не только легенда, эпос, да, который вот записан уже в прошлом веке был и записан в стихотворной форме, но существует и сказка «Урал-Батыр». Она несколько отличается от эпоса. И она очень красивая. Она очень красивая. Я напомню вам сюжет. Кто, может быть, не читал, а кто читал, вспомнит, кто не читал, прочтет. Итак, значит, о чем эта богатырская сказка? Ну, как всегда, жили-были старик со старухой, да, начинается часто любая сказка вот с этого предложения. Также и здесь. И у этого старика и старухи ничего не было, они были бедными, ничего не было, кроме двух сыновей Шульгена и Урала, да. И вот пришло время, старуха состарилась и умерла, остался только отец. У Шульгена и Урала он был очень сильный, он был батыром, вот, и он часто уходил на охоту. Перед тем, как уйти на охоту, он выпивал из бурдюка кровь дикого животного и наполнялся необыкновенной силой. И всегда возвращался с какими-то трофеями с охоты. Да? Но детям Шульгену и Уралу он запрещал пить эту кровь, потому что ну, это могло для детей обратиться во зло. И однажды, когда отец ушел на охоту, Шульген и Урал играли во дворе, и вдруг к ним подошла какая-то женщина и начала их уговаривать открыть этот бурдюк и выпить кровь диких животных. Они не соглашались, боялись нарушить запрет отца, но женщина подзуживала детей, настаивала, да, и вот, наконец, Шульген не выдержал и открыл бурдюк и хлебнул этой крови. И тут же женщина превратилась в змею, юху. Юха – это очень распространенный в башкирских сказках образ такой коварный, коварной героини, которая становится то прекрасной девушкой, то змеей. Да, она постоянно во многих сказках действует. И вот эта змея щелкнула по лбу Шульгена, и он превратился сначала в медведя, потом в волка. Он стал диким зверем. И он ушел из своего дома, долго скитался по лесам. В конце концов, вот, согласно этой сказке, погиб. В эпосе же Шульген не погиб, и они постоянно как бы сражались с Уралом, да, с братом, с родным. Шульген перешел на сторону сил зла, а Урал, Батыр, перешел на сторону сил добра. Здесь же он погиб, и действующим героем остался только Урал-Батыр. И вот наступили в его родном краю такие тяжелые времена, когда образовалась засуха, все погибло, все живое погибло. Все травы пожелтели, весь урожай
сгорел, листья опали с деревьев, то есть наступил голод, мор, засуха, люди стали умирать. И тогда они пришли к Уралу и Батыру и попросили его спасти народ, сказав, что есть родник с живой водой. Если туда добраться очень сложно, его охраняет Дев страшный, и только вот Батыр сможет добраться до этого родника, принести живой воды и спасти народ. Но для того, чтобы добраться до родника, надо обуздать и найти, и обуздать волшебного коня Акбузата. Вот Урал-Батыр нашел этого коня, конь оказался очень строптивый, он не хотел подчиняться седоку и скакал долго, да, подпрыгивал до небес. В конце концов, все-таки Урал-Батыр его укротил и добрался до места, где находился родник с живой водой. И тут конь Акбузат заговорил человеческим голосом. В сказках ведь все бывает. Он сказал: вырви из моей гривы 3 волоска, когда я тебе понадоблюсь, сожги их, и я тут же появлюсь и помогу тебе. То есть вот Урал-Батыр – это его первый подвиг укрощения сказочного коня Акбузата. И подойдя вот к горе, где находился родник с живой водой, Урал-Батыр увидел красивую девушку, которая шла с большим тяжелым мешком за плечами. Он ее спросил: как тебя зовут? Карадаш, ответила девушка. А кто ты такая? Я царская дочка, меня похитил Дев и превратил в свою рабыню. Я каждый день, рассказала Карадаш, вынуждена ходить за цветными камушками, приносить их детям Дева, чтобы они играли. И действительно, вот тут бросились к этой девушке дети Дева, они выхватили у нее из мешка камушки, начали с ними играть. И тогда Урал-Батыр повесил на дерево огромный камень, дети Дева начали его раскачивать, и камень всех поубивал, этих, значит, детей Дева. И в конце концов появился и сам 9-головый Дев. Но Дев – это такое чудовище, которое, как я думаю, похоже на Змея Горыныча в русских богатырских сказках. Там русские богатыри сражались ведь со Змеем Горынычем. Обычно он был трехголовый и семихвостый, да? А в башкирских сказках вот Дев 9-головый охранял. Вот в сказке Урал-Батыр охранял источник. И Дев его спрашивает: ну что, будем бороться или рубиться? Урал-Батыр, имеющий алмазный меч от своего отца, сказал: будем рубиться. Да? И вот они начали сражаться между собой. Сражение длилось очень долго, несколько суток, с переменным успехом. Вот. Урал-Батыр подарил девушке Карадаш курай, это музыкальный инструмент, и сказал: играй на нем, если я буду жив и здоров, то из курая будет литься молоко, а если я погибну, то закапает кровь. И вот Карадаш во время этого боя Урал-Батыра с Девом играла на курае. И пока лилось молоко, она знала, что Урал-Батыр жив, и радовалась этому. Но вдруг вот она увидела, что закапала кровь из курая. Это на помощь Деву пришли джинны и пиари. Это бесовские силы. Когда Урал-Батыр начал одолевать Дева, значит, на него напали джинны и пиари. И тогда Карадаш заиграла бесовскую мелодию, и вот эти все, как бы, исчадия ада бросились на эту мелодию к ней и оставили Урал-Батыра наедине уже с Девом. Вот.
Урал-Батыр подкинул этого дева высоко к небу, в конце концов, да, он упал, вошел в землю и весь целиком и пропал в этой земле. И на этом месте, по легенде, возникла гора Янгантау. Вот вы, наверное, слышали об этой горе. Из этой горы постоянно идет такой дым, газ, пар. И оказалось, что этот вот пар лечебный. Там построен санаторий Янгантау, да. Вот. И Урал-Батыр, когда победил девятиголового дева, он сжег 3 волоска своего коня, Бузат появился, он посадил, значит, Урал-Батыр посадил впереди себя девушку Карадаш, вернулся на родину. Вот, он вернулся на родину, но воды живой он не смог набрать в роднике, в источнике, потому что ее выпили вот эти джинны и пиарии, да, он вернулся на родину без воды. Но тогда уже засуха прошла, и снова жизнь наладилась, и Урал-Батыр, Карадаш стали жить вместе, и у них, значит, вот родилось 3 детей. 3 детей, которых они назвали Идель, Хакмар и Яик. Вот. Ну, поскольку жизнь наладилась, родилось много людей, и не стало хватать питьевой... Вот. Не стало хватать питьевой воды людям, и тогда Урал-Батыр, вот согласно этой сказке, решил пожертвовать ради вот своего народа своими сыновьями. И он отдал им приказ идти на поиски воды всем 3, да. И Дель шел очень долго шел, оставляя за собой глубокие следы, потому что он был тоже богатырем. И когда он дошел до реки, где водились камы-выдры, это река Кама, да, он соединился с ней, обернулся и увидел, что за ним течет большая глубокая река, которую назвали Агидель. Это наша любимая река Агидель, белая, да, которую мы все знаем, по мосту переезжаем очень часто через нее, летом купаемся в ней, ловим рыбу. Это наша красавица, любимая река. Кто-то гуляет, наверное, уже и по набережной, по новой набережной в Уфе вдоль этой реки. Вот такая красивая легенда про происхождение Агидели, да. А Хакмар, средний сын, оказался не таким терпеливым, как Идель. Ему скоро надоело путешествовать. Он подумал, что это я буду так бродить туда-сюда. И он соединился с братом Яиком. И вот так появилось 2 новых реки, Хакмар, Сакмар, которая, река Сакмар, течет рядом с городом Стерлитамаком, да, и река Яик, вот Уральская река, которая, ну, по территории нашей Башкирии не протекает, она в соседней области протекает. Но как бы вот согласно сказке, эти реки, братья. Яик, младший брат Хакмара. Вот. А Урал-Батыр прожил 100 лет, да, и, наконец, он, ну, совсем постарел, одряхлел и решил, вот настала минута, когда он решил умереть. И он лег на смертное ложе. Вот. Люди приходили к нему, умоляли не умирать, потому что он был защитником. Вот. И они просили: живи, Урал-Батыр, не умирай. Да? И тут появился какой-то мужчина, который принес рог, наполненный вот водой из того источника живой воды, который пытался найти Урал-Батыр. И он сказал ему: выпей, пожалуйста, эту воду и живи. Мы все хотим, чтобы ты жил. А Урал-Батыр ему ответил: я один человек, а вас много, вы народ должен жить. Он набрал
рот воды, обрызгал все вокруг, и все вокруг ожило, зазеленело, листья затрепетали, распустились на деревьях, да, трава выросла, появились деревья с плодами, а Урал-Батыр все-таки умер. И на место его могилы благодарные люди приносили много-много лет погорской земли, пока на этом месте не образовалась гора Уралтау, Уральские горы, да, известные нам. Вот. А по сказке, по легенде, кости Урал-Батыра превратились в драгоценные камни, алмазы, изумруды, ну, яшму, которых много в Уральских горах, да, а кровь его превратилась в масло земли, то есть в нефть. Вот. И таким образом вот память о подвигах Урал-Батыра сохранилась в веках и дошла до нас. Вот такая совершенно необычная и очень интересная сказка. А вот башкирские народные сказки о богатырях отличаются, наверное, от русских народных сказок тем, что они воспевают нашу природу, вот, и о каждой реке, о каждой горе у нас в Башкирии есть легенда, буквально о каждой. У нас много рек, вот я вам напомню, это Изилим, это и Нугуш, и Инзер, это и Айгир река, и Ай, вот, не говоря уж о реках Карайдель и Агитель. И буквально о каждой реке вот люди, народ сочинил легенду. Ну, это просто замечательно. Вот. Но вообще башкирские народные сказки отличаются своей сложностью. Вот в отличие от русских, наверное, сказок, они отличаются именно такой сложностью сюжета и многообразием поворотов вот, сказочных. Поэтому их достаточно сложно пересказать, да? Ну, практически невозможно. Их надо каждую сказку вам просто самим прочитать и не один раз, чтобы вникнуть и понять, о чем речь. Но, как правило, вот интересно то, что герои этих сказок Батыры рождаются или от девов, вот этих волшебных чудовищ, да, многоголовых, или от медведя, или от волка. Вот отцами этих батыров бывают часто медведи и волки в башкирских народных сказках. И поэтому эти батыры и обладают такой, ну, просто огромной силой. Они могут, как и русские богатыри, деревья с корнем вырывать из земли, сражаться с девами, побеждать их и так далее, и так далее. Вот две таких сказки, они очень похожие как бы по сюжету. Это сказка Аюгалак и сказка «Сын волка, сын Тимир Пехлеван». Сын Тимир Пехлеван. Они похожи по сюжету тем, что сын Тимир вот сын волка, да, а Аюгалак сын медведя. Это как бы батыры, которые росли не по дням, а по часам. И их приключения связаны с другими батырами по пути, по дороге. Вот и сын Тимир, и Аюгалак встречали других батыров. И вместе с ними они спускались в подземное царство, там, где встречали карлика с огромной длинной бородой. Да, это вот такой герой, который на стороне зла, карлик с бородой. И мы тут вспоминаем сказку богатырскую Руслана и Людмила, да, Александра Сергеевича Пушкина.
Вот этим вот башкирская сказка где-то немножко напоминает, да, вот эти башкирские сказки напоминают и русские сказки. Но отличие в том, что вот эти друзья батыров, главных героев, они совершают по отношению к ним подлые поступки. И, допустим, когда и и в одной, и в другой сказке, когда герои пытались выбраться из подземного царства, один раз с помощью длинной палки, другой раз с помощью веревки, друзья их подводили и обрезали веревку, и обрубали палку, герои снова попадали на дно, и снова начинались их приключения. И, конечно, там были и прекрасные девушки, дочери подземного царя, которые помогали им выбраться наверх. И в конце концов, вот предателей, изменщиков, вот по этим сказкам настигала кара, да, смерти от рук от главных героев этих сказок Сантимира и Айкалака. Вот совершенно необычная такая интересная сказка, которую я тоже советую вам прочитать. Это «Богатыри-близнецы». «Богатыри-близнецы». Она необычна тем, что в русских народных сказках все-таки, как правило, один герой, один единственный герой, кроме, конечно, сказки «Три богатыря», которую мы тоже вот на прошлом занятии рассматривали. Вот. А здесь вот у дочери царя, от Дева, родились близнецы-богатыри, да, которые росли не по дням, а по часам. За день они вырастали, за час они вырастали, как за день, за день они вырастали, как за месяц, и в 3 месяца они уже начали играть мячом, и этот мяч разрушил все дома в царстве, да, настолько вот сильны были их удары. Тогда царь рассердился и посадил их в чугунный дом, запер. Один близнец уснул богатырским сном, а второй все-таки прошиб стену ногой, выбрался на волю, нашел коня и отправился путешествовать. И здесь вот во время своих путешествий он встретился, как и герои богатырских русских сказок встречались со Змеем Горынычем, а наш герой встретился с Девом. Он спрятался под мостом, а Дев, прилетев на мост, учуял: фу-фу-фу, человечьим духом пахнет, выходи, кто-то здесь, что за человек. И вот он сражался по очереди с 5-головым Девом сначала, потом следующий был 7-головый Дев, а следующий 10-головый Дев. Вот. Ну, как мы уже изучали, что в сказках действует магия цифр. Обычно действие повторяется или 3, или 7 раз. Вот в этой сказке действие повторяется 3 раза. И все 3 раза наш герой побеждает этих девов. Но это может быть достаточно привычно для сказок, да, как для русских, так и для башкирских. А необычно то, что богатырю нашему решили за своих мужей отомстить их жены и их мать, да, и вот они такую страшную, интересную месть придумали. Одна жена 5-голового Дева сказала, что напустит на землю страшный дождь, превратится в дом, богатырь зайдет в этот дом, и она его там погубит. Вторая сказала, что зной напустит на землю и превратится в дерево. Богатырь решит укрыться, а зной под деревом, и дерево его погубит. А третья сказала, что я превращусь в маленький ручеек. И когда богатырь захочет перешагнуть через меня, я разольюсь широкой рекой, и он утонет в этом ручейке. А мать богатырей, девов, сказала, что она превратится в дикого кабана и пожрет вот богатыря.
Богатырь узнал об этих планах, он вернулся к своему брату, разбудил его, и они придумали вдвоем, как защититься от коварных девов, да, их жен. Они сплели 3 корзины, сплели корзины, набрали туда родной земли и взяли их с собой в поход, в обратный. И вот когда начался дождь, и они увидели дом, вместо того, чтобы в нем укрыться, они ударили этот дом корзиной землей, и дом превратился в реку черной крови. Также случилось и с березой, по которой они ударили корзину. И береза превратилась в реку черной крови, и речка превратилась в реку черной крови, да. И когда дикая кабаниха попыталась напасть на них, это мать девов, да, и съесть их, они ее ударили вот этой корзиной, и она превратилась в реку черной крови. Вот так мальчики-близнецы, по легенде, по сказке, стали батырами. И потом они уже служили своему народу, защищали его от набегов, от врагов, и прославились как бы в веках, и остались вот в сказках батырами. Вот такие башкирские народные сказки. Я думаю, что если вы хотите писать сказки, то надо и на башкирские сказки обратить внимание, почитать их и, возможно, даже использовать вот в своих сказках вот этих героев, может быть, каким-то образом осовременив их, да, использовать и девов, и дивов, и пиари, и джинов, это же очень интересно. Вот, использовать и батыров, но уже как бы в новом контексте, вот, в новой нашей современной жизни. И может получиться совершенно неожиданный и интересный эффект от этого. Вот поэтому я вам и рассказываю про башкирские народные сказки, чтобы вы понимали, что этнос очень интересен. И можно посмотреть и легенды, связанные с местами вашей жизни. Легенды, связанные с реками, на которых вы живете, да, с озерами. Очень много легенд про озера у башкир есть, с горами. Вот. Это все чрезвычайно интересно, и надо обратить на это внимание. Ну и завершая сегодняшнюю, у нас вроде бы время подходит к концу уже, да, 34 минуты. Завершая сегодняшнюю конференцию, я хочу сказать, что в WhatsApp я создала группу, которую назвала «Лукоморье». И те, кто всерьез хочет участвовать в нашем конкурсе и пишет сказки, или написал уже сказку какую-то свою, или не одну сказку, в стихах, может быть, это сказка, вот, может присоединиться к этой группе, написав свое имя, отчество и номер телефона. Вот сейчас я продиктую мой телефон, на который надо, значит, все это отправить, чтобы я могла вас ввести в группу. Записывайте, пожалуйста. 8 917 742 0788. Еще раз повторяю, 8 917 742 0788. Если вы мне пришлете вот свой телефон, свое имя и фамилию, я вас присоединю к нашей группе. Следующее наше занятие состоится в следующий понедельник, и оно будет посвящено волшебным сказкам. Это тоже чрезвычайно интересная тема, и я думаю, что многие из вас хотят сочинить именно волшебную сказку, связанную с какими-то волшебными путешествиями, приключениями
и с волшебными героями. Вот. Но прежде чем попрощаться, может быть, у кого-то вопросы будут? Есть вопросы? Можно в чате написать. Помашите рукой. Есть у Карина. Карина вижу, да, Булат. Булат. А, есть вопрос у Карины, да? Карина, есть вопрос? В чате напишите или звук включите. Так, Карина у нас, да, давайте звук включим. Карина, есть вопрос? Нет? Где у нас Булат? Булат. Булат, вот смотрите, какое красивое имя. Булат. Красивое тоже башкирское имя, да, Булат? Ну, если нет вопросов, я прощаюсь с вами. До следующей встречи. С вашего разрешения, Светлана Марсельевна, я хотел только добавить одну вещь. Ага. Прежде чем направлять свои сказки, вернее, мы можем направлять свои сказки только на сайт Дома детского, проект ДДТ, и там нужно предварительно зарегистрироваться. Ребята, когда регистрируются, не забывайте, пожалуйста, свое образовательное учреждение и населенный пункт, район свой указать. Многие не указывают, мы просто вынуждены будем их убирать, потому что без указания района и образовательного учреждения мы дальше продолжать работу с этими ребятами в клубе не можем. Да, вот это очень ценное замечание, учтите его, пожалуйста. И уже вот буквально с 1 декабря мы начнем ваши сказки читать, оценивать. Самое главное, я еще дополню, критерии оценки существуют, они на сайте размещены, да, там много критериев, это и должна быть тема разработана, вот, и язык, стиль, и композиция, все это должно присутствовать, но, на мой взгляд, вот, я как член жюри буду больше всего, наверное, обращать внимание на то, интересно написана эта сказка или нет, интересно ли ее читать или нет. Вот на прошлом занятии девочка из Учелов рассказала свою сказку волшебную, она была очень интересная. То есть детки могут писать потрясающие сказки. Вот, и я тоже жду, что вот такие сказки от вас придут нам, и мы будем их читать с удовольствием. Ну, всего хорошего, до встречи в понедельник. Жду вас. До свидания. До свидания. До свидания. Пока-пока.